Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Углубление интеграции двух стран новому этапу взаимоотношений России и Абхазии» был посвящен круглый стол в Сухуме. До 1 сентября 2 улицы у Сухумского центрального рынка будут заасфальтированы. Президент посетил главный торговый объект столицы. Путешествие во времени показ новой осенне-зимней коллекции Расудан Кобяковой «Принцесса странствий». Семилетию признания России государственной независимости Абхазии был посвящен круглый стол в Доме Москвы в Сухуме. Его участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся исторических аспектов взаимоотношений Абхазии и России. В работе круглого стола приняли участие советник президента Абхазии Владимир Зантария, первый вице-премьер Шамиль Адзенба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты и представители общественности. С докладами выступили известные ученые, политики, представители интеллигенции. Репортаж Нисфы Аршба. Участники круглого стола говорили о том, какое значение имеет в истории Абхазии и России дата 26 августа, о перспективах и проблемах государственного строительства Абхазии. В выступлениях абхазских экспертов внимание было сфокусировано на позитивных переменах, произошедших за последние годы. По мнению выступающих, свидетельством динамичного развития абхазского государства является развитие институтов демократии, в том числе свободных выборов. С исторической точки зрения небольшой срок, 7 лет, да, но мы все знаем, что путь довольно большой пройден, что за эти 7 лет, можно сказать, наши отношения пережили различные этапы. Сейчас мы находимся тоже на, можно сказать, принципиально новом этапе. Это углубление интеграции между нашими странами, выполнение прошлогоднего договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Участники круглого стола рассказали об основных этапах борьбы абхазского народа за независимость, отмечали положительные тенденции в развитии российско-абхазских отношений после признания независимости Абхазии. Сегодня на фоне хаоса и бездуховности, господствующей в мире, мало кому интересна история возрождения новых, малых государств, в частности на постсоветском пространстве. Но мы не имеем морального права предавать забвению свою историю. Признанию Абхазии предшествовали массовые народные волнения 1957, 67, 77, 78, 88, 89 годов, не говоря уже об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Народ Абхазии верил, что рано или поздно эта борьба увенчается победой, и эта вековая мечта свершилась. И мы преклоняемся перед памятью тех, кто ценой самопожертвования приближал день освобождения и торжества исторической справедливости. Много выступлений было посвящено истории национально-освободительного движения абхазского народа. Особое внимание уделили основным направлениям и приоритетам внешнеполитической деятельности Абхазии, стратегическому партнерству Москвы и Сухума. По общему мнению, признание России государственной независимости Абхазии стало переломным этапом в жизни нашей страны и стало поистине торжеством исторической справедливости. Многотысячелетняя история нашего государства видела много эпохальных событий. Думаю, что 26 августа признание Абхазии Российской Федерации займет достойное место. При том, что мы победили в тяжелой жестокой войне, каждый день, каждый месяц, каждый год политическое руководство нашей страны вело борьбу за то, быть нашему государству или не быть. 26 августа это был, можно сказать, венец нашего национально-освободительного движения. Россия для нас это целый мир. И это вне всякого сомнения. Я думаю, что это много десятилетий, век-полтора, который мы прожили вместе, я думаю, что оставило неизгладимый след. Важнейшим следствием признания независимости, отметили участники круглого стола, можно считать стратегическое партнерство России и Абхазии, всемирное укрепление сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Эти отношения являются партнерскими, взаимовыгодными, правовыми и строятся на основе сочетания национальных интересов обоих государств. Нисфа Аршба, Копкущан, Абхазское телевидение.
Затем организаторы и участники круглого стола направились к президенту. Глава государства, поприветствовав гостей, отметил, что все они граждане Абхазии, поэтому проблемы и вопросы, возникающие в русских общинах, необходимо решать сообща. Репортаж Ренаты Шакая. Представители общин рассказали президенту о насущных проблемах. Наиболее острые из них – социальное обеспечение, аварийное состояние школьных учреждений в Восточной Абхазии, вопросы здравоохранения, помощь одиноким пенсионерам. Глава государства подробно остановился на каждом озвученном вопросе и обещал оказать содействие в решении возникших проблем. На сегодняшний день русская община Абхазии состоит практически только из старшего поколения. К примеру, в Ткварчале в нее входят 270 человек, из них 180 пенсионного возраста. Член Координационного совета русской общины города-героя Валентина Давыдова рассказала, что из-за безработицы и тяжелой жизни молодые люди уезжают. По происхождению я русская, и моя родина Россия. Но мой дом – это Абхазия. И я хочу, чтобы в этом доме было все хорошо, как у любого нормального человека. Чтобы было тепло, светло, достаток был. Все, чтобы было так, как должно быть у нормальных людей. А для этого одно только нужно – работать. Работать и еще раз работать. Защищать права всех нужно, не только русских. И этот вопрос должен стоять во главе всего нашего государства. Посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что за последние годы подобного рода встречи не проводились. Эта встреча характерно отражает внимание правительства Абхазии к проблемам национальных общин в целом и к русской в частности. Немало проблем стоит перед русской общиной, но русская община является неотъемлемой частью общества Республики Абхазия, поэтому, с одной стороны, многие эти проблемы будут решены в контексте общих усилий по социально-экономическому, политическому развитию республики. А те проблемы, которые характерны только для русского населения Абхазии, я думаю, что все эти проблемы мы будем постепенно решать. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что многое из того, что делается Российской Федерацией, делается не отдельно для абхазов, а для всего народа Абхазии. Сделать нужно нам, конечно, очень много. Особенно, я еще раз говорю, в части, касающейся создания условий для того, чтобы община русская, раз мы здесь собрались и говорим как раз-таки о проблемах русской общины, вне всякого вот этого политического контекста создавать возможности укреплять общину. Понятно, будут находиться люди, которые все время будут выбиваться. Ну что делать? Это не только у русской общины. У нас, у всех имеются примеры достаточно такие яркие в этом вопросе. Но в любом случае мы должны собираться, мы должны говорить открыто о наших проблемах. Глава государства Рауль Хаджимба заверил, что государство всегда будет поддерживать русскую общину и оказывать ей посильную помощь. Рената Шакая, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. До 1 сентября 2 улицы у Сухумского центрального рынка будут заасфальтированы. Такое указание дал Рауль Хаджимба, инспектируя Сухумский центральный рынок и его окрестности. Президента сопровождали глава администрации Сухума и руководители главного торгового объекта столицы. Нисва Ашпа продолжит тему. Мы приехали на центральный рынок чуть раньше главы государства. Работа шла полным ходом. Мусоровозы в ускоренном режиме убирали с тротуаров остатки бытовых отходов. То, что не удалось закинуть в машину, относили в сторонку, подальше от глаз президента. Первым делом президент осмотрел дорогу, которая уже давно находится в плачевном состоянии. Небольшие ямочные ремонты, которые городские власти проводили здесь время от времени, ситуацию не меняли. Рауль Хаджимба дал указание главе администрации Сухума немедленно приступить к капитальному ремонту дорожного покрытия. Состояние дорог вызывает, конечно, достаточно большую озабоченность. Говорить о том, что мы сразу все работы выполним, это просто не приходится даже об этом пока мечтать. Но те средства, которые предусмотрены в инвестпрограмме, позволят нам расширить объемы работ. Но на данном этапе отдано указание начать работы вокруг рынка.
По поручению президента уже через пару недель 2 улицы имени Ардзинба и Вардания будут заасфальтированы. Что касается 2 других улиц, Гуля и Имама Шамиля, то здесь будет проведен лишь ямочный ремонт. Приехать в район Центрального рынка и не посетить его глава государства не мог. Рауль Хаджинба решил посмотреть на рынок, так сказать, изнутри. Ответ перед президентом на этот раз держали руководители Сухумского центрального рынка. Первый этаж считается проходными местами. И поэтому становится там, где им удобно. А второй этаж у нас пустой. Но мы как бы пытаемся с этим бороться. На первом этаже что у вас На сейчас? первом этаже у нас вещи. А если вот вещи наверх? Мы думали об этом. Может быть, крестьянам нужно как раз-таки создать возможность для того, чтобы крестьяне, как говорится, были в первую очередь обеспечены. Все-таки мы с вами продукты питания, покупая, как бы, в первую очередь себя обеспечиваем. Мы ставили вопрос о том, чтобы вещевое поднять на второй этаж и первый этаж высвободить для продуктов. Но по нормам санэпидемстанции на тот момент Беляева нам сказала, что это практически невозможно. То есть вещи не должны быть на втором этаже. То есть есть там какие-то технические моменты. У нас лаборатория мясная и фитосанитарная находится на втором этаже. Для этого нужно перепланировать внутри помещения, чтобы спустить лабораторию вниз. Ну, это как так? Если даже, предположим, какие-то нормы санитарные, так нужно, наверное, их подгонять, во всяком случае, для того, чтобы людям удобно было, а не для того, чтобы... Ну, вещевики в любом случае это товары совершенно другого предназначения. В ситуации, когда крестьяне не могут продавать на рынке собственные товары из-за отсутствия условий, мест и по иным причинам, не должны иметь места, заявил Рауль Хаджинба. Возможно, ярмарка, создать которую президент поручил главе правительства, станет неким выходом из ситуации. По крайней мере, руководство страны очень на это надеется. Что касается ситуации на рынке, действительно она вызывает давно возмущение людей и требует соответствующих вмешательств. Мы поручили премьер-министру начать решение вопроса по созданию ярмарки, соответствующей, которая была бы в черте города, недалеко, чтобы это было удобно нашим людям, в первую очередь самим крестьянам и тем, кто в качестве покупателей будет выступать в данном случае. Рауль Хаджинба прошелся по рынку, осмотрел прилавки. Увиденным остался недоволен. И дело вовсе не в мусоре, которого в такое время здесь всегда очень много. Ведь мусор с объекта увозят не раньше 7 часов вечера. Президент возмутился расположением прилавков и перекрытий. Не дай бог, здесь что-то произойдет, вот сюда как подъедет машина? В плане пожарной безопасности. Как раз вот планируем это все. Ребята, это я понимаю, что люди хотят каких-то дополнительных мест на той стороне. Рауль Джумгаевич, если 70 сантиметров снег выпадет, очень в опасном состоянии вообще все. Руководители Центрального рынка изложили свою позицию по данному вопросу. Более того, предложили создать проект модернизации торгового объекта, который обойдется государству в большую сумму. Рауль Хаджинба такое начинание поддержал и предложил не откладывать этот вопрос. Президент пообщался также и с предпринимателями. В целом, инспекционная поездка была недолгой. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Исполнилось 65 лет абхазскому писателю, историку и переводчику, члену Союза писателей Абхазии и России Денису Киршаловичу Чачхале. Президент Рауль Хаджинба поздравил известного писателя с юбилеем, пожелал крепкого здоровья и успехов в намеченных делах. Вы воспеваете абхазские традиции, нашу национальную духовную культуру. Вы, являясь ярким представителем интеллигенции, оказываете неоценимое содействие и поддержку московской абхазской диаспоре, отмечается в частности в поздравлении президента. С 1 сентября в начальных классах 11 школ нижней зоны Галского района обучение будет проводиться на русском языке. В течение летних месяцев на базе Галского гуманитарного колледжа шла переподготовка 48 учителей школ по 4 предметам – русская письменность и чтение, математика и окружающий мир. В пятницу прошла аттестация, которую провели специалисты АГО и Института педагогики. По результатам прошедших двухмесячных курсов Министерство образования и науки выдало сертификаты, дающие право заниматься педагогической деятельностью на русском языке. В дальнейшем мы планируем продолжать постоянно эту подготовку. И сами учителя изъявили желание и дальше продолжать
Мы думаем второй поток уже во время зимних каникул продолжить, и дальше уже тоже будут запланированы другие мероприятия. Вот сегодня наша работа, наша аттестация покажет, какие были минусы, какие плюсы, и мы, наверное, сделаем выводы и постараемся еще и усилить педагогический коллектив, обучающий, и создать все возможные условия. Путешествие во времени – яркое фэшн-мероприятие. Показ коллекции Русудан Кобяковой совместно с проектом «Цвета нации» прошел в Сухуме под открытым небом. Этнические принты вперемешку с современными элементами стали основой новой коллекции модельера. В рамках модного показа состоялся благотворительный аукцион. Спонсорскую поддержку мероприятию оказала компания «Аквафон». Вместе с многочисленной публикой показ посмотрели и наши корреспонденты. Репортаж Налы Мукба. Последние штрихи, макияж и детали костюмов модели. Осталось несколько минут до начала шоу. Железнодорожная платформа ГУМа в столице в последнее время стала местом проведения необычных и ярких культурных мероприятий. Одним из таких стал фэшн-показ коллекции модельера Русудан Кобяковой. Он был проведен совместно с проектом «Цвета нации». У Русудан возникла такая идея, что наши аксессуары с принтами фотографов и художников Абхазии подойдут вот как раз под концепцию ее показа. Мы с удовольствием согласились в этом участвовать. И само место, где проводится показ, для нее такая площадка впервые выбрана. И идея очень интересная, и подача, и само шоу будет очень интересным. И работала такая талантливая достаточно группа, которая разрабатывала сценарий, и мы все очень старались. Основная тема показа – путешествие во времени. Смешение этнических и современных элементов позволили создать необычные образы. Красивая одежда, которую можно носить в повседневной жизни. Эксклюзивные ткани и ручной труд делают коллекцию Русудан Кобяковой яркой и запоминающейся. Зрителям продемонстрировали около 25 платьев и костюмов, в том числе и детских. Изюминкой коллекции стали головные уборы. Я даже выхожу на набережную иногда и получаю большое эстетическое удовольствие, когда наблюдаю за тем, как наши девушки умеют себя тонко и изящно преподносить. А такие люди, как Русудан и как Лаура Тернава, они помогают нам в этом. Идеи Русудан всегда настолько креативные и имеют свой собственный стиль. Это очень не похоже на то, что показывают нам наши современные модельеры. И, разумеется, проект Colors of Nations мне, как представительнице молодого поколения, не может быть это не близко, поскольку это удобные свитшоты, которые еще и красивые. Автор коллекции Русудан Кобякова – выпускница лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Со своими коллекциями она часто участвует в различных показах за рубежом. Русудан – постоянная участница российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Это коллекция прет-а-порте, то есть абсолютно носибельная, сезона осень-зима 2015-2016. Я, безусловно, очень люблю Восток и очень люблю эклектику, то есть я люблю миксовать вот эти разные стили. И вообще, как бы, живя в южном городе, это, конечно, совсем не север, и поэтому, у меня как-то это все сыграло вместе, и поэтому восточные мотивы там присутствуют. Даже в головных уборах, в первую очередь. В числе спонсоров показа компания «Аквафон», которая всегда поддерживает интересные проекты, направленные на развитие творчества. Творчество Русудан отличается тем, что Русудан каждый год выдает интересный продукт. То есть это